гости! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами, важна ли естественная красота в нынешнем обществе с нашей гостьей Рамилей Карамель. Аплодисменты! А сейчас, друзья, внимание на экран. В мире навязанных стандартов красоты и стереотипов люди стараются изменить то, чем их наградила природа. Якутия не исключение. В нашей республике активно развивается сфера косметологии и эстетической хирургии. И все чаще не только девушки, но и мужчины в погоне за красотой прибегают к услугам пластических хирургов. Рамиля Карамель – мастер по моделированию и наращиванию ресниц, основательница собственной броу-студии. В своем блоге в Instagram Рамиля рассказывает о своей личной жизни, работе и трансформации своей внешности. Она с детства привыкла выглядеть ярко и, будучи человеком свободным от стереотипов, после первых родов более 15 раз прибегала к изменению своей внешности. Важна ли естественная красота в наши дни? И почему все больше людей стремятся к иллюзорному идеалу, изменяя свою внешность посредством эстетической хирургии? Мы все по-своему красивы, и природная красота есть у каждого. И, друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, нам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты — те, кто считает, что люди имеют полное право распоряжаться своей внешностью так, как им того хочется, а пластическая хирургия тому способствует. То, что многие обращаются к пластическим хирургам, это нормально. Пессимисты же считают иначе, что, обращаясь к пластическим хирургам, люди, наоборот, теряют ту человеческую индивидуальность, которую подарила им природа. Ведь нет ничего идеальнее, чем созданное природой. Каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону как можно больше людей из противоборствующих. Соответственно, оптимисты должны стараться убедить пессимистов в своей правоте и наоборот. Пессимисты будут слева, Оптимисты справа. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Девушка с яркой внешностью. Харизматичная и медийная личность. Рамиля Карамель. Присаживайтесь. Рамиля, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы рассказали нам о себе. Меня зовут Рамиля. Я в первую очередь мама, жена. Я занимаюсь любимым делом. Я наращиваю ресницы. Уже 10 лет. У меня есть маленькая своя студия. Вот также я веду свой блог о красоте. Ну и вот, в принципе, и все. Аплодисменты нашей гости. Сейчас небольшое блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. Окей. Так, первый вопрос. Как вы решились на первую хирургическую операцию? Это было после родов. Ну, то есть, как бы, естественно, после родов, когда женщина рожает, грудь подвисает, вот, и у меня вот этот объем, мне хотелось его вернуть. Вот так я и решилась. Чувствовали ли вы страх перед операцией? Конечно, очень сильно. У меня были панические атаки, прям, то есть, ну, в операционной это было очень страшно, на самом деле. Испытывали ли вы когда-нибудь проблемы с самооценкой? Ну, вообще, мне кажется, я всегда чуть-чуть себе не нравлюсь. Ну, то есть я себя люблю, я считаю себя красивой, но, может быть, это поэтому я хорошо и выгляжу. Ну, то есть я всегда что-то типа, ну вот, стремлюсь к идеалу какому-то. Что для вас самое главное в жизни? Моя семья. Как вы считаете, зачем женщины делают себе пластические операции, если все время меняются стандарты красоты? Чтобы, наверное, не знаю, ну у каждого же свой какой-то идеал красоты, и каждый, наверное, к этому стремится. Ну, хотя это, может, у меня так. Кому-то, может, обществом там навязано, не знаю. На кого вы хотите быть похожей? У меня такого нет. Ну, то есть я создала себя такую идеальную вот в будущем, да. Ну, я и сейчас, в принципе, идеальна. Вот, и я стремлюсь вот к себе идеальной. Поддержите ли вы свою дочь, если она захочет изменить свою внешность? Хороший вопрос. Да, точно. Как ваш муж относится к вашим изменениям во внешности? Плохо. Что он говорит? Это честно, это плохо. Ну, во-первых, он меня уже встретил такой, поэтому, ну, как бы уже все было решено. А сейчас то, что я хочу, допустим, там что-то поменять, он против. Прям вообще. Что для вас красота?
В первую очередь это большая грудь. Ладно, шучу. Нет, это, конечно, внутренние какие-то качества человека. Вот, потому что если человек внутри не очень хороший, то уже, мне кажется, ну, ничто не поможет на самом деле. Итак, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас поближе, ну и обсудить нашу сегодняшнюю тему. Это у нас и студенты, и рабочая творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты, те, кто считает, что люди имеют полное право менять свою внешность в зависимости от того, как им этого захочется, а пластическая хирургия этому способствует. И то, что обращаться к пластическим хирургам, это нормально. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что люди, обратившись к пластической хирургии, теряют свою индивидуальность, и нет ничего прекраснее, чем созданное природой. Мгм. Сейчас, дорогие друзья, мы обращаемся к вам. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались на той или иной стороне, чем обусловлен ваш выбор. Давайте начнем с оптимистов. Безусловно, естественно, красота, она очень сильно важна. Мы такими родились, и любить и ценить себя надо такой, какой есть. Но если человек по своей природе с какими-то дефектами, или ему так кажется. То есть для начала мы работаем над своим ментальным здоровьем. Мы думаем, что с нами что-то не так. Может быть, это навязано общество, может быть, ребенка подвергали насилию в детстве посредством критики, оскорбления. И только проработав свои ментальные проблемы, мы уже определяем для себя, надо ли нам вмешательство хирургическое или нет. И я села на сторону оптимистов, потому что считаю, что мы живем в 21 веке, и считать, что пластическая хирургия или вмешательство в тело человека это странно. Каждый человек волен делать то, что он хочет над собой, и все. Спасибо, аплодисменты. Пессимисты, почему вы выбрали эту сторону? Я, конечно, понимаю, что необходимо делать пластические операции тем, кто это необходимо, но сейчас, по-моему, на мой взгляд, пластические операции, они приобрели форму какой-то моды. И особенно вот молодежь, она на это ведется, потому что, на мой взгляд, они еще довольно-таки полно не понимают, что в основном те, которые выступают за пластические операции, да, они в основном оперируют декларативными высказываниями, да, как реклама. Мы понимаем, что вся реклама, она декларативная. Она лишь высказывает то, что к чему человек придет. Но при этом в этой рекламе не говорится ни о чем в императивном подходе. Получается то, что люди, которые встают на сторону пластических операций, они не видят все те шаги, через которые им приходится пройти, и на каждом вот этом вот шаге в пластических операциях их ожидают довольно-таки серьезные, да, может быть, там какие-то осложнения. И если бы те, которые говорят о необходимости пластических операций, те, кто их рекламирует, они в какой-то степени вводят людей в заблуждение, потому что они подходят к этому только лишь с одной стороны, а необходимо как бы все это рассматривать в комплексе. Спасибо. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Послушаем наших оптимистов. Все мы разные, и, да, есть какая-то мода, но несмотря на это, у каждого есть своя голова на плечах. Поэтому, если человек так решил, то пусть, пожалуйста. И не надо нарушать личные границы человека. Она решила для себя это, что это хорошо, это нормально, что это красота, что в этом такого. И навязывать естественную красоту, точно так же, как и операционную, тоже не надо, я так считаю. Спасибо, аплодисменты. Пессимисты, почему вы выбрали эту позицию? Считаю, что естественная красота лучше, чем пластическая. Вот так. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Послушаем мнение оптимистов. Всем здравствуйте. Помимо того, что человек хочет там что-то в себе поменять, есть какие-то медицинские показания. Например, есть такая, не назову это болячкой, такая проблема, как птоз. Это вот когда веко оно опущено, и глаз поэтому кажется закрытым. И только посредством пластической хирургии ее отрезают и так далее. Если человеку нос не нравится, он может там ринопластику сделать и так далее. То есть помимо такой эстетической стороны, то многим даже рекомендуют там
вот такие вот, как бы, пластическую хирургию, но по факту это вот помогает человеку не просыпаться с одним глазом утром. Вот. Интересно, хорошо, аплодисменты. Ну и давайте перейдем к вопросам к нашей гости, к Рамиле. Пожалуйста, оптимист, ваш вопрос. А у меня такой вопрос. Как вы выбирали специалистов и опирались ли вы на какие-то их работы предыдущие? Были ли какие-то ошибки, исправления в ходе операций? По отзывам. То есть у меня, ну, так как я работаю в сфере красоты, я 10 лет уже работаю, да, мои клиенты, многие делали такую операцию, ну, не только такую, да, как не только увеличение груди, вообще какую-либо пластическую операцию. И вот вообще я 2 раза делала пластику груди. Первый раз я сделала здесь, второй раз мне здесь уже отказали. Ну, то есть потому что я хотела больше такой объем, и здесь побоялись брать на себя ответственность, потому что осложнения после операции, ну, есть. Они бывают очень серьезные. И я полетела к другому хирургу в Россию, туда, в центральную Россию. И также по отзывам выбрала себе специалиста. Вот. Хорошо, спасибо. Пессимисты, ваш вопрос. Пластика — это желание человека сделать себя лучше или лишение индивидуальности? Это точно сделать себя лучше, увереннее, лучше. Мне не хватало, допустим, вот такой вот груди. Вот я захотела, я это сделала. Мне кажется, человек должен делать то, что он хочет, а главное, чтобы никому не вредить. Но я думаю, я никому не навредила тем, что грудь сделала больше. Вот, спасибо за вопрос. Спасибо, аплодисменты. Как ваши близкие отнеслись к вашим изменениям? Так я особо никого и не спрашивала, если честно. Я просто решила, накопила сама деньги и пошла и сделала. Потом позвонила папе своему и сказала, вот я сделала, он мне не поверил. Вот. Ну, как-то так. Нормально. Хорошо, да? Аплодисменты. Оптимисты, пожалуйста, ваш вопрос. Очень много говорили об идеале. И, скорее всего, у вас он есть. Это какой-то человек идеальный или это какой-то созданный фантом в голове? У меня это исключительно я сама. Я себя, как это правильно сказать, да? Вот я вижу себя вот такой вот через там сколько-то лет и равняюсь на себя, грубо говоря. Ну вот так вот. Я сама для себя идеальна. Я сама на себя равняюсь, вот так вот развиваюсь во всех планах. Аплодисменты. Я хочу вам поставить лайк за то, что вы сейчас очень открыто и просто так рассказываете, и пришли вообще на передачу. То есть вы вообще не стесняетесь, вы открытая. Но так как вы ведете свой блог, наверняка у вас есть хейтеры, Да, которые осуждают, конечно. которые говорят плохие слова. Вот как вы к ним относитесь, как боретесь с этим? Честно, вот прям честно, да, я вообще очень такой открытый человек и могу абсолютно любые темы говорить, и всегда честно. Я люблю своих хейтеров, потому что мой блог — это в какой-то степени мой заработок. Ну, то есть они мне создают... Делать трафик. Они мне делают статистику, я никогда их не блокирую. То есть у меня есть, за что определенно я могу блокировать, это за то, когда детей как-то оскорбляют моих, я просто блокирую таких людей, но я считаю их нездоровыми как бы. А все остальное, ну, ради бога, пишите, комментируйте, лайкайте, там, дизлайкайте, вот так вот. Хорошо, спасибо, аплодисменты. А вы когда-нибудь жалели о какой-то сделанной операции или там филлер? Я несколько раз сделала губы не очень классно, и мне пришлось просто ввести препарат, который удаляет гиалуроновую кислоту, и, ну, то есть сдуть губы, проще говоря. Мне пришлось пару раз. Вот. Было такое. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим внимания на экран.
Важна ли естественная красота? Ну да. Ну, наверное, да. У всех по-разному. Да, важна. Да. Конечно. Да. Как вы считаете, почему все больше людей проводят хирургические операции своей внешности? Ну, подкорректировать некоторые свои черты лица, например, нос. Не знаю. Потому что им не нравится своя внешность. Вы считаете, что это правильно? Так и должно быть? Или все-таки нужно уметь принять себя? Ну да. Ну да, в смысле, операция это Принять нормально? себя нет. Ну, это дело каждого, так что сами будут решать, принимать или нет. Ну, это, во-первых, как сказать-то, ну, неестественно же это получается. Надо принять себя как есть. Отрицательно. Почему? Ну, как природа как дала, так и должна быть. Я, например, ничего не изменила. Ну, кому как, наверное. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это уже как бы личное мнение было. Ну, если человеку надо сделать хирургические операции, то по каким-то причинам, наверное, он делает хирургические операции. Ну, не знаю, например, нос. Человек комплексует из-за носа большого. И из-за этого он делает пластические хирургию. Я считаю, что это весьма нормально. Хорошо. Почему? Но если у человека есть комплексы, и, допустим, операция может помочь человеку побороть комплексы, то... Нормально, если ты хочешь что-то исправить в себе, то в этом нет ничего плохого. Друзья, как мы видим из опроса, многие отмечают то, что стремление поменять что-то в своей внешности связано с какими-то комплексами. Интересно узнать, согласны ли вы с этим? Обязательно ли комплексы влияют на то, что люди прибегают к изменению своей внешности? Давайте спросим наших оптимистов. Я считаю, что нет, так как бывают какие-то вот природные дефекты, к примеру, то же самое век, неправильный изгиб носа и так далее. И тут уже вступает дело также насчет здоровья, насчет восприятия себя. Я считаю, что есть две грани. Почему-то сейчас рассматриваем односторонние, но я бы, скорее всего, если была бы серединная сторона, села бы на середину, потому что в основном мне кажется, что да, комплексы влияют, потому что если нет никаких дефектов, если человек просто, смотря в зеркало, он думает, что он некрасив, значит, это было связано с чем-то. Не может это возникнуть ни из ниоткуда. Вот. Но и есть, конечно же, грани, которые только что рассказали, это дефекты, которые мешают жить. Не в плане эстетики, а в плане здоровья. Я думаю, что сильные люди, они должны все-таки в первую очередь менять общественное мнение вокруг себя, да, а не пытаться изменить свое тело с помощью хирургических операций. Я считаю, что общество должно поддерживать людей, которые не хотят делать пластическую операцию, а менять общественное сознание в том, чтобы люди принимали других людей такими, какими они есть. Я считаю, что естественная красота, она намного лучше. Спасибо. Спасибо, аплодисменты. Вот такой вопрос к аудитории. Кто из вас изменил бы что-либо в себе? Поднимите ручки. Вот кто бы что-нибудь изменил в своей внешности? 2, 3, 4 человека, 5 человек. Почему вы хотите себя изменить? Я могу, например, рассказать свою историю в своей жизни, почему мне хочется изменить свою внешность. Это я очень долгое время... У меня было заболевание акне, получается, на коже, и последствия чего появились, глубокие шрамы. Там на лице, на теле. И чтобы чувствовать себя более увереннее и как-то соответствовать тому, что я нравлюсь себе, я думаю, такие вот косметологические моменты нужны человеку, в принципе. Хорошо, вот еще девушка. Нам сильно навязывают стандарты красоты, из-за этого у нас появляются комплексы. Комплексы у меня есть, я бы изменила себе, я не скажу что, но я бы сделала операции хирургические. Хорошо, вот еще девушки, по-моему, поднимали руку.
Я немного, наверное, не приняла себя именно в плане внешности, потому что я именно такой родилась, и это, к сожалению, я не могу изменить, но с помощью пластической операции я это могу изменить, и вот я бы хотела именно губы. Я бы хотела сделать себе губы. На самом деле я себя люблю, я принимаю себя, но просто вот хочется изменений, может быть. Вот хочется и все, да? Да, просто хочется и все. Здорово, давайте поаплодируем. Рамиля, что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что психически здоровый человек имеет комплексы. Это нормально. Нам вот как раз-таки навязывают, что я сильная, я там без комплексов. Неправда. У каждого. Но я вот себя люблю. Я не стесняюсь себя даже без груди. Там у меня вот был птоз как раз-таки молочной железы, когда ткани, да, провисают. Я себе нравилась. Я выглядела на 5, но вот сейчас я выгляжу на 5 с плюсом. Ну, как бы. Вот. И я считаю, да, комплексы у каждого есть, это нормально. Есть такая, да, вот кто-то правильно сказал, сторона, что навязано обществом. Если человек себя меняет, он как бы развивается, это все равно какое-то развитие, он хочет быть лучше. Ну, если это здоровое какое-то там, не знаю, ну, не выглядеть там как-то очень странно. Да хотя пусть кто как хочет, тот так и выглядит. Главное быть внутри хорошим человеком. А вот развивая вот эту тему, что вы думаете о бодипозитиве? Не хочу никого обидеть сейчас, ни в коем случае. Но мне кажется, это, как сказать, оправдывание своей лени, честно. Потому что работа над собой, над своим телом, над своим физическим здоровьем, да, ну, в первую очередь, это труд. Труд, постоянный труд. Человек, который я за бодипозитив, ему просто лень над собой работать. Ну, пусть как бы, ради бога, существует такое направление. Ну вот я тоже с вами тут соглашусь, потому что если человек хочет выглядеть красиво, он стремится быть красивым, он работает над собой. Если человек хочет быть успешным, он двигается в выбранном направлении. И сейчас я бы хотела узнать мнение участников нашей аудитории. Что вы думаете по этому поводу? Бодипозитив — это пропаганда любви к себе, несмотря ни на что. Но он сейчас преподносится в массы вот так. Да, я могу делать ничего, очень а ты люби меня такой. Неправильных, да, поэтому немножко человек агрессивность вот чувствуется на самом деле. Да. Ну, человек очень часто дезинформируется в этой теме, так же, как и в теме феминизма, но это уже другая тема. Ну, да. И также бодипозитив — это немного другое ответвление, которое кстати, несет в себе хорошие положительные качества. Хорошо, еще мнение. Да, ну насчет бодипозитива, действительно, ну как сказать, можно же все исправить благодаря той же операции. Например, я всю жизнь мечтаю себе пузо убрать, ну вот этот живот, который торчит. Да, потому что сколько пресс не качаю, оно не исчезает. И бегаю я... На самом деле, если вы себе сделаете липосакцию, вам она тоже не поможет. Если вы не наладите свое питание, ну, изначально, Вот. как бы. Да, то есть, ну, например, я когда начинал худеть, я сначала действительно начал с питания, потому что сразу на нагрузки идти, это у меня суставы все поворачивает, и когда я даже начал бегать, я потом понимаю, то, что у меня пятки болели потом, потому что 100 килограмм туша бегает, да. Вот, поэтому тут не всегда легко, например, от того же лишнего веса избавляться. Это может быть какое-то заболевание, например, тот же сахарный диабет и так далее. Поэтому бодипозитив — это, ну, позитив же, с одной стороны. Он нужен. Он нужен. Сейчас стираются грани красоты, это тоже круто. То есть сейчас такие, ну, нестандартная красота, она сейчас в моде тоже. Это круто. Хорошо, еще мнение. На мой взгляд, бодипозитив — это хорошее движение в целом. Можно только похвалить тех людей, которые хотят любить себя, да. Все-таки я считаю, что бодипозитив должен иметь какие-то, да, разумные рамки, ну, его восприятия. Сейчас, естественно, бодипозитив, он является, ну, в тренде. Но, на мой взгляд, несмотря на бодипозитив, все-таки я больше, ну, уважаю, да, больше как бы для меня являются авторитетом люди, которые все-таки хотят, несмотря на бодипозитив, изменить свое тело к лучшему с помощью спорта, с
с помощью физических упражнений, не прибегая к пластическим операциям. У меня вопрос к оптимистам. Сколько вот из вас человек поддерживает бодипозитив? Бодипозитив приемлет вообще изменения в лице, внешности? Как вы считаете? Есть как бы бодипозитив, есть бодишейминг. И вот те, кто вот бодишейминг, они столько комплексов могут навешать на человека, который с лишним весом, который, вот те же говорят, не в обиду Рамиле, да, вот которые говорят, типа, вот этот бодипозитив, оправдывание твоей лени. Тогда у человека вообще пропадает желание жить, извините меня за выражение. Вот мне вот после того, что я послушал, то, что я подумал, так, ну мне тут До свидания. ничего не спасет. Вот так все-таки, друзья, как вы считаете, почему все же люди все чаще прибегают к каким-то изменениям своей внешности? Что на это влияет? Мы послушали как мнение нашего гостя, так и мнение некоторых участников, но все же не пришли к выводу. Почему вот у нас все же большие массы идут менять свою внешность, все чаще прибегают к услугам косметологов, пластических хирургов и так далее. Оптимисты, пожалуйста. Кто-то пытается как бы комплексы свои от этого избавиться, кого-то это, ну вот, кто-то прибегает к эстетической хирургии по каким-то, значит, медицинским показаниям, кто-то просто хочет красиво выглядеть без лишних торчащих Подчеркнуть боков. свою внешность. Да, просто что-то подчеркнуть, что-то там, ну, например, те же губы подчеркнуть и так далее. Ну, вот, на мой взгляд. Хорошо. Я считаю, что сейчас это стало намного доступнее большому слою населения, экономически, и вообще все больше и больше врачей, которые специализируются именно на этом. Поэтому все чаще и больше людей стали прибегать к таким услугам. Хорошо. Еще мнение давайте послушаем. Ну, из-за стандартов красоты, из-за комплексов, вот, из-за вот ментального здоровья там. Из-за стандартов, из-за комплексов, из-за состояния ментального здоровья. Доступно стало. Доступно это стало. И что мы еще подчеркиваем? Просто стать эффектнее. Стать Да. эффектнее. Да. Хорошо. Хорошо. Да. А вы с этим согласны, Рамиля? С этим вот 5 моментами, Абсолютно. которые подчеркнули? Так и А какой из них ваш? Мне кажется, я подчеркиваю свою какую-то красоту, я становлюсь ярче. Ну вот я была алмазом, а сейчас вот ограненный бриллиант. Ну, типа того. Давайте поаплодируем. Хорошо, друзья, сейчас, Рамиля, у вас есть возможность задать для нашей аудитории тему для обсуждения. Пожалуйста. Мне, в общем, интересно ваше мнение по поводу такого вот вопроса. Так как я работаю в сфере красоты, мне интересно, я занимаюсь обучением, и я хочу взять себе в команду мужчин, чтобы они наращивали ресницы. Мне вот интересно мнение как со стороны мужчин, то есть как они считают, нормально ли такая вот профессия, да и так со стороны женщин. Пришли бы вы к мастеру, к мужчине наращивать ресницы? Поэтому там же скрупулезность важна. И тут, ну, в зависимости от самого человека. А так я бы пошел к такому мастеру, но если бы не надо было. Вот. Нет, а сам бы ты стал таким мастером? Но я не скрупулезный, вообще не усидчивый. Поэтому нет. Поэтому мне... Так вот я тоже не усидчивая. Ну, не стоит. Вообще, я вот такая, мне надо быстро тут, там, сям, здесь. А что вас мотивирует вот быть мастером? Я безумно люблю свою работу. Я прям, у меня нет выходных. Ну, он бывает раз в неделю так, потому что нужно уделять время своей семье, там, детям, да. А так, не знаю, я просто обожаю. Я вот прям фанат. Вот фанат своей работы. Ну, у нас в городе это не в новинку, скорее всего, потому что наверняка есть бровисты, и в скором времени появятся лэшмейкеры, мужчины. И я считаю, что это совершенно нормально. У нас даже есть люди, которые красят, имеют свои салоны. Мужчины имеют свои салоны красоты. Ну, поэтому я не думаю, что у нас в городе будут как-то негативно к этому А ты относиться. бы себя попробовал в этой сфере? Как Я мастер? в этом не нужна. Я проявляю себя по-другому, в другой сфере. Хорошо. Здорово. Поаплодируем. Послушаем наших пессимистов. Это нормально. Типа, я бы даже сам пошел работать. Что в этом такого? Это в то время, ну, тоже искусство. Типа, Правильно. люди, Это творчество. ну, художники рисуют, кто угодно. Там, не знаю, косметика, там люди тоже рисуют, там же на лицо же. Типа,
все красивое делают, и все. Ну, конечно, доверия не будет хорошего от женщин, думаю. Какой-то пацан там что-то делает, да. Ну, я как бы не против, чтобы мужчины работали в салонах красоты, в этом ничего такого нет, если это профессия, да, получается. А сейчас же есть же такое движение, да, вот ламберджеки, да, среди мужчин, там очень много открывается барбершопов, там, ну, понятное дело, что это в основном ориентировано на мужчин, но даже если мужчина будет работать в сфере красоты, как бы для женщин, то я в этом как бы никаких проблем не вижу, в принципе, да. Главное, чтобы люди как бы не напрягали свое здоровье, да, там, пластическими операциями. А что касается того, что они там будут, стрижку делать, там, подправлять брови, там, да, и прочее, это, в принципе, как бы нормально, и к этому я отношусь нормально, особенно, что мы живем в 21 веке, и, в принципе, я таких вот ограничений не вижу. Я лишь выступаю за то, чтобы люди очень обдуманно подходили к пластическим операциям, и чтобы они вообще без особой надобности, там, да, ради красоты, там, пластической операции не делали, потому что я за естественную красоту. А если мы говорим то, что мужчина, он будет наводить естественную красоту, да, как стрижка и прочее, неестественную, ресницы наращивать. Это будет как бы для меня нормально, потому что профессия есть как бы профессия, да, он как бы занимается своим делом. Главное, чтобы платил налоги, а так все нормально. Хорошо, аплодисменты. Спасибо. Окей, друзья, сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, оптимист, который посчитал то, что по итогам сегодняшних обсуждений пессимисты более правы, может перейти к ним, ну и наоборот. Пессимисты, которые посчитали то, что оптимисты на сегодня высказали более правильную точку зрения, могут перейти к ним. Ну, давайте на счет 3. Вы можете поменять свою позицию. Давайте. 1, 2, 3. Можете все перейти. Можете все перейти. Девочки при своем мнении остались, да? Вы тоже за. И один удар там сейчас останется. Давайте поаплодируем девочкам. Ну и, пожалуйста, одна из девушек, пожалуйста, ответьте, почему вы все-таки решили поменять свою точку зрения? Потому что реально люди типа могут сами выбирать то, что хотят. То есть, да, смотря на это, я поменяла бы на что-то в себе. Вот. Из-за этого я поменяла свое решение на оптимиста. Хорошо. Аплодисменты. Рамиля, какой совет вы бы дали нашим сегодняшним участникам? Главное оставаться внутри таким вот добрым, несмотря на все там новости, на все, что вот происходит, да, позитивным, добрым, развиваться, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не делать кому-то вреда какого-то, и все. А выглядеть каждый человек вправе выбирать так, как он хочет. Здорово. Аплодисменты. Рамиля, у вас есть возможность выбрать лучшего участника нашей аудитории, ну и вручить ему свой небольшой презент. Ну, их было несколько. Мне понравились мнения 3 людей, с обоих сторон, кстати. Вот. Но у меня только один маленький такой приз. Это вот парень, который в очках. Да. Егор, пожалуйста, вставай. Друзья, давайте поближе познакомимся с лучшим участником нашей сегодняшней аудитории. Пожалуйста, представься, расскажи, где ты работаешь, учишься. Меня зовут Никифоров Егор. Я учусь на 5-м курсе строительного факультета. Вот. И... Что думаешь о нашей сегодняшней теме? Тема, так скажем, щепетильная, потому что есть у нас, скажем, люди, которые до сих пор считают, что вот как природа тебя создала, так ты и живи. А на самом деле же можно как-то немножко подкорректировать, где-то подсакать, чтобы вот то, что торчит и мешает. Вот. И жить себе спокойно и не создавать себе лишних комплексов и так далее. Вот. Давайте поаплодируем Егору. И, пожалуйста, Рамиля, вам слово. Я хочу подарить маленький такой презент. Я за правильное питание и здоровый образ жизни. Это протеиновый, очень вкусный батончик. Вот, полезный и вкусный. Друзья, давайте подарим друг другу аплодисменты. Ну
а сейчас мы приглашаем всех сюда подняться к нам на подиум для того, чтобы еще немного друг с другом пообщаться и, возможно, пофотографироваться. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. Это была передача «Я молодой». С вами были Антон Васильев И Лена Гагарина. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Я очень рада была принять участие. Спасибо за приглашение. Считаю, что такие передачи очень нужны, важны, поднимать такие актуальные темы. Вот, и зовите меня еще.